Здравствуйте, вы смотрите новости. В студии работает Саулия Байгалиева. И в начале выпуска коротко о главном. В селе транспортные карты стали многофункциональными. Учителя и школьники могут с их помощью теперь расплачиваться и в школьных столовых. В прошлом году в городе увеличилось количество мошенничеств и бытовых преступлений. Суд номер 2 подвел итоги истекшего года. «Подари книгу школьной библиотеке». В Семее проходит республиканская акция с целью пополнения книжного фонда библиотек учебных заведений. Под председательством акима города Нурумбета Сахтаганова состоялось заседание депутатской фракции партии Нур-Отан Маслихата города Семей. Во время заседания народные избранники, входящие в состав фракции, обсудили выполнение задач, обозначенных в дорожной карте по реализации партийной предвыборной программы на 2021-2025 годы. Сейчас перед депутатами фракции Нур-Отан стоят конкретные задачи по улучшению городской инфраструктуры и повышению благосостояния населения. В связи с этим большое значение придается систематической работе по реализации предвыборной программы партии, куда вошли наиболее актуальные вопросы и проблемы избирателей. На сегодняшний день город Семей в областном маслихате представляют 6 депутатов. 20 народных избранников, членов партийной фракции Нур-Отан, входят в городской маслихат. За каждым из них закреплены определенные районы Семея, включая и его окраины. Также между народными избранниками были распределены 7 направлений дорожной карты по воплощению в жизнь всех пунктов предвыборной программы. Мы распределили среди депутатов фракции все 7 приоритетов развития нашего города. Внутри по направлениям также распределили. И каждый депутат будет отвечать за определенное направление реализации предвыборной программы партии. Возьмет на партийный контроль. В ходе заседания часть народных избранников выступили с инициативой перенести сроки выполнения некоторых целевых индикаторов на текущий год. В свою очередь, аким города Нурумбет Сахтаганов подчеркнул, что на каждое из направлений предусмотрено конкретное финансирование. Также в дорожной карте по реализации предвыборной программы обозначены точные сроки выполнения поставленных задач. Каждый шаг нашей предвыборной программы подкреплен финансово, с учетом возможностей нашей страны. Здесь были внесены некоторые предложения по теплоснабжению, по строительству общежитий и так далее, и так далее. Я предлагаю, здесь срок исполнения есть, утвержден, но если мы сможем досрочно его исполнить, зачем менять? Просто мы досрочно исполним, это наоборот покажет нашу эффективную работу. Как было отмечено в ходе заседания, все проекты по улучшению городской инфраструктуры и повышению социального благосостояния жителей будут реализованы в рамках действующих программ. К слову, депутаты нового созыва продемонстрировали свою готовность к активной работе на своих закрепленных участках. Они также готовы к выполнению наказов избирателей. Уважаемые депутаты, мы с вами, когда ходили и агитировали, мы получили очень много наказов избирателей. То есть эта программа, она осуществима. На них есть деньги. В смысле, по крайней мере, мы так думаем, что все будет нормально, мы ее исполним. Но есть еще наказы городских избирателей, которые от нас, они теперь никогда не отпадут. Мы должны их с вами исполнить. То есть вот сейчас у меня на руках это есть, это порядка 200 с лишним вопросов. Они в основном касаются коммунальной сферы услуг, да? И касается социальной. Вся работа по программам и проектам в рамках дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Нур-Отан будет проводиться под пристальным вниманием членов фракции. То есть освоение бюджетных средств будет под постоянным контролем народных избранников. Самат Секенов, Айдос Айткалиев, телеканал Семей. В Восточно-Казахстанской области ограничительные меры продлены до 27 февраля. В постановлении главного государственного санитарного врача области внесены изменения. Постановлением предписано обеспечить контроль над недопущением проведения массовых зрелищных спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций и массовых семейных, торжественных, памятных мероприятий на объектах общественного питания и развлечений на предприятиях, а также в учреждениях, в офисах, в том числе на дому. В документе уточнено,
введены требования к правильному ношению медицинской или тканевой маски. Маска должна покрывать весь нос, рот и подбородок. При разговоре маску нельзя носить на подбородке, носить на руках или на шее. А также маски обязаны носить на открытом воздухе, на улице, вне дома, в общественных местах, в том числе на автобусных остановках, в закрытых помещениях для обслуживания и отдыха, в общественном транспорте, в том числе в такси. При оказании помощи лицу и больному с подозрением на коронавирусную инфекцию, здоровые люди, люди с симптомами заболевания, похожими на коронавирусную инфекцию, пациенты с симптомами ковид. Постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены. В Казахстане хотят официально узаконить удаленную работу. Депутаты Мажилиса приняли поправки в Трудовой кодекс, и если все пойдет по плану, то уже в скором времени у населения появится возможность чаще уходить на дистанционную работу. Какие изменения ждут будущих дистанционщиков и как нововведение повлияет на рынок труда, подробнее в следующем видеоматериале. Уже 2 года Берик Тулюбай работает на государственной службе. Не так давно молодой человек оказался в числе тех, чья деятельность из-за карантина и введения ограничительных мер в стране перешла на удаленку. По словам Берика, включиться в работу, находясь дома, было непривычно, но по истечении определенного времени весь его рабочий процесс наладился. И теперь многие вещи он может решать, не выходя из дома. Во время пандемии мы все перешли на дистанционный режим работы. В этот период каких-либо проблем не возникло. Со стороны работодателя мы были обеспечены всем необходимым. В первую очередь была налажена коммуникация. Единственное, во время какой-либо проверки трудно было связаться с работодателем, который подал заявление. Но благо цифровизация идет полным ходом, и поэтому не думаю, что впредь будут какие-то сложности. Сегодня опыт перевода сотрудников на удаленную работу не вызывает удивления. Подобная практика, наоборот, указала на необходимость совершенствования трудового законодательства. Поэтому депутаты Мажилиса считают необходимым узаконить дистанционный формат. По словам государственного инспектора труда Есполата Сиитова, законопроект предусматривает урегулирование трудовых отношений. Предлагается ввести новые режимы работы, такие как временная и совмещенная работа, установление графика работы, рабочего времени, ответственности работника и работодателя. Ожидается, что перевод на дистанционную работу будет осуществляться по соглашению сторон между работником и работодателем. Перейти на дистанционный формат работы можно будет осуществить в любое время. То есть независимо, когда трудовой договор заключили, или уже работник работает, как раньше работал, но производство требует, чтобы работник пошел на дистанционную работу, и они все эти механизмы, чтобы могли отрегулировать. Кроме этого, эксперты считают, что с принятием данного законопроекта ожидаются положительные правовые и социально-экономические последствия. Бакытгуль Кадес, Меруерт Расулова, Руслан Ахматалиев. Отдав мошеннику более 3,5 миллионов тенге, жительница города осталась без дома и денег. В городское управление полиции обратилась 40-летняя женщина с просьбой принять меры в отношении 31-летнего горожанина, который уже больше года обещает помочь с приобретением жилья. В ходе следствия установлено, что в середине августа 2019 года гражданин под предлогом оформления арендного жилья с последующим выкупом завладел денежными средствами в размере 3 миллионов 600 тысяч тенге. 31-летний мужчина признал свою вину, после чего был водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование. В Семье увеличилось количество уголовных правонарушений. Суд номер 2 города подвел итоги прошлого года. Отмечено, что за 2020 год поступило на 300 судебных дел больше, чем в предыдущем году. Причем чаще стали совершать интернет и другие виды мошенничества. В связи с этим председатель суда Жанат Абенова сообщила, что список смягчающих обстоятельств, которые учитываются при вынесении приговора, значительно сократился. Несмотря на то, что большую часть прошлого года люди провели в самоизоляции и при строгих ограничительных мерах, уголовных правонарушений меньше не стало. Напротив, их количество увеличилось на 300 дел. Всего за весь год в суд номер 2 поступило 958 дел в отношении 1024 лиц. Самыми распространенными являются преступления против собственности, то есть мошенничество, а именно чаще стали происходить интернет-мошенничество. Мы знаем, да, что сейчас каждый человек, чтобы продать что-то, имущество, купить что-то, обращается в OLX и другие обращаются к другим интернет-ресурсам. При этом мошенники воспользовались этим, то есть тоже предлагают, например, что-то купить и таким образом совершают хищение. Или как в период карантина было, что якобы обеспечить доставку тех или иных лекарств из России,
просит прислать предоплату или оплату полную. Ну, соответственно, человек, который, естественно, переживает за свое здоровье и безвыходность положения, вот вы все с вами знаете, да, какое положение было, пересылали деньги и, соответственным образом, ни лекарств, ни денег, ничего не получали. Самым резонансным уголовным делом по мошенничеству, оконченным в 2020 году, было дело в отношении создателей пирамиды Нур-Каржы. По нему осуждены 3 организаторов, приговоренных к 6 и 5,5 годам лишения свободы. 700 было потерпевших. Это 700, это была только часть потерпевших. Часть потерпевших, в отношении части потерпевших, которые также проводились предварительные следствия, они вот только в 2021 году в отношении еще 143 потерпевших на этих же лиц поступило уголовное дело, уже там 143 потерпевших проходит. Тоже рассматривается дело в данном суде. Ну, там же необходимо, приговор прошлого года уже вступил в законную силу, отправлен на исполнение. Там были пока конфискованы доход государства, денежные средства, а также из денежных средств, которые были взяты у подсудимых, они были переданы в департамент судебных исполнителей, частных судебных исполнителей для возмещения ущерба потерпевшим. По словам председателя суда, подсудимые сами заинтересованы в возмещении причиненного ущерба, так как это главное условие при назначении условно-досрочного освобождения или при переводе на более мягкий вид наказания. Немало мошенников для своих афер используют социальную сферу. Последнее дело, которое вот мы рассматривали в суде, представлялись, например, сотрудниками соцобеспечения, представлялись, говорили, что могут помочь в оформлении, там, например, пенсии, пособия для ребенка, адресной социальной помощи. И, соответственно, как говорили, привезите документы или перешлите документы. Люди же верили, думают, для чего? Вот пересылают документы, еще требовали у них доверенность. Или представляли, что работают даже в правоохранительных органах. Как известно, при вынесении приговора суд учитывает смягчающие обстоятельства, например, наличие малолетних детей и так далее. Мошенники хорошо изучили и вовсю используют этот момент. Однако теперь, согласно внесенным изменениям в закон, список смягчающих обстоятельств значительно сокращен. Отметим, что это связано с ужесточением мер наказания при скотокрадстве, дорожно-транспортных происшествиях, терроризме, а также при правонарушениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Саулия Байгалиева, Султан Оралбеков, телеканал «Семей». С прошлого года в городских автобусах Семея внедрена система электронного билетирования. Население уже оценило удобство расчета за поездку по транспортным картам. Теперь у школьников и учителей появилась возможность расплачиваться ими не только в общественном транспорте, но и в школьных столовых за питание. Уже в течение года семейчане, пользуясь услугами общественного транспорта, оплачивают поездки по безналичному расчету. Напомним, с внедрением системы электронного билетирования для несовершеннолетних были разработаны 3 вида транспортных карт. Специально для школьников младшего возраста действуют зеленые, для ребят подросткового возраста стандартные синие, для детей-сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей социальные желтые карты. Теперь, учитывая полученный положительный эффект, сервисная компания совместно с отделом образования внедряют программу, позволяющую оплачивать питание в школьных столовых с помощью транспортных карт. С этого года вводится безналичная оплата в школьных столовых, то есть с помощью данных транспортных карточек дети могут оплатить за школьное питание. Дети из малообеспеченных слоев, у них, то есть данные карточки просто как бы фиксируются, что оплата проходит, и за них платят из средств бюджета. Если это ребенок платно ходит в школу, в школьную столовую, то есть с него просто с данной карточки будет списываться определенная сумма, на которую он покушал. Отметим, что взрослые по достоинству оценили удобство безналичного расчета, позволяющие контролировать поездки и расходы несовершеннолетних. Я считаю, что это правильно, потому что на карточке всегда лежат деньги, хоть 100 тенге, хоть 80, которые дети смогут потратить в школьных столовых. А если родители будут давать наличные, то дети могут их потерять и остаться голодными. Я считаю правильно, что сделали расчет по карточкам. Если дети будут рассчитываться по карточкам, это будет очень удобным. У меня 4 детей, из них 3 учащиеся. Удобно в том, что дети не потеряют деньги, если будут всегда рассчитываться по картам. Расчет по картам – это хорошо. Я думаю, это практично. Не знаю, как для других, для меня и моих детей это удобно.
Надо сказать, что в целях контроля за входом и выходом учащихся из учебного заведения в школах города устанавливаются турникеты. Ребенок при входе в здание обязан будет приложить свою карту к специальному устройству, и программа зафиксирует, что он пришел в учебное заведение. Данные карточки у нас с этого года адаптируются для входа через турникет в школы. То есть в школах, где установлен турникет, по этим же самым транспортным карточкам дети могут зайти в школу. И у школы, то есть ведется мониторинг входа и выхода детей в школу и из школы. На сегодняшний день в семье система безналичной оплаты питания в школьных столовых, а также мониторинга посещения учебных заведений установлена в 33 школах города. Планируется, что данное нововведение будет внедрено во всех организациях среднего образования. Самат Секенов, Аян Алдабергенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». В результате февральской гололедицы травмы и переломы получили более 300 жителей Семея. В травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи отмечают рост числа обращающихся. За последние 11 дней за медицинской помощью в травматологическое отделение обратились 399 жителей нашего города. 99 пострадавших доставлены с переломами, 240 получили ушибы различной степени. Напомним, что после плюсовой температуры и дождя в регионе вновь настали холодные дни с сильным ветром, в результате чего образовался гололед. В Семее проходит республиканская акция «Подарим книгу школьной библиотеки». Она направлена на привлечение прочитанных в каждой семье книг в библиотеке учебных заведений с целью пополнения их книжного фонда. Республиканская акция «Подари книгу школьной библиотеки» прошла и в школе номер 49. Данный проект направлен на повышение грамотности и всестороннее развитие учащихся с целью привития интереса подрастающего поколения к литературным произведениям. В нашей школе в рамках данного проекта разрабатывается свой проект «Читающая школа». Мы хотим охватить 5 направлений. Первое – обучение по всем предметам. Второе – свободное и пространственное обучение. Третье – традиции современного семейного чтения. Стоит отметить, что в школьном коридоре висят картины поэтов-классиков нашего народа. Их особенность в том, что они имеют QR-коды, то есть с помощью информационных стендов учащиеся могут читать произведения писателей в электронном формате. В нашей общей библиотеке установлены стенды с помощью автоматизированных QR-кодов. Здесь любой школьник, если захочет познакомиться с литературными произведениями, сборниками стихов наших великих личностей, сможет получить информацию по мобильному телефону. В рамках акции на компьютеры библиотеки установлена специальная лицензионная программа. С ее помощью ведется учет и обобщение списка литературы из фондов библиотеки. Кабис предназначен для комплектации и автоматизации библиотечных процессов и создания электронных каталогов, а также полнотекстовых баз данных. Включает все модули комплектование, каталогизация, читательский поиск, картотека читателей, книговыдача, электронная библиотека, поддержка штрих-кодирования. Поддержку акции оказали учителя и школьники, а также представители родительской общественности. Книги будут способствовать воспитанию подрастающего поколения и формированию у них чувства патриотизма, считают участники мероприятия. Моя книга, которую я собираюсь подарить школьной библиотеке, это книга почетного гражданина Семея Каюма Мухаммедханова «Алаш Мрасы». Также хочу подарить книги Аскара Уразакана «Кос Хоурау», Хангали Суиншалеева «Поэзия веков». Надеюсь, что они повысят интерес учащихся к чтению. Я уверена, что благодаря таким акциям книголюбов в будущем станет больше. Книга – драгоценное сокровище и плод многовекового разума. Кроме того, книга – это произведение, отражающее величие нации. Поэтому, читая их, мы воспитываем нашу молодежь быть патриотами, любящими свой народ, говорят организаторы мероприятия. Самат Секенов, Рыскуль Мадвасова, Альбина Тумар, Султанбек Уралбеков, телеканал «Семей». И таковы были новости пятницы. Смотрите наши новости также на сайте semitv.kz. Всего вам доброго и приятных выходных.